В Якутии действует Ассоциация представительных органов муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Основная цель создания ассоциации – объединение депутатов представительных органов местного самоуправления Якутии для координации действий и совместного решения стоящих перед ними задач. Председателем ассоциации является Альберт Семенов, действующий председатель Якутской городской думы городского округа город Якутск. Ассоциация регулярно проводит рабочие встречи с депутатами Государственной думы, Государственного собрания Илтумен, принимает участие в работе различных съездов, координационных советах в разных регионах страны и организует в республике семинары по повышению квалификации, что вносит существенное оживление в работу органов местного самоуправления. Членами ассоциации являются 36 представительных органов муниципальных образований республики. В преддверии вступления в силу нового федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, Ассоциация представительных органов муниципальных образований Якутии провела круглый стол. У нас приняли участие наши коллеги из Государственного собрания Илтумен, председатель Илтумена Алексей Ильич Еремеев, председатель постоянного комитета Государственного собрания Илтумен по местному самоуправлению Прокопьев Владимир Михайлович, также наши коллеги из районов, УУСов нашей республики. Те, кто не смог приехать по тем или иным причинам, мы их подсоединили к видеоконференц-связи. Сегодня состоялось первое обсуждение нового закона, который был принят 20 марта этого года под номером 33, закон об общих принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти. Сегодня мы, по сути, начали обсуждение этого нового закона. Новый федеральный закон вступит в силу в июне этого года. И, конечно же, у наших коллег, у председателей районных улусных советов, также у депутатов наследственного уровня очень много вопросов. В первую очередь, конечно же, вопросы касались уровней местного самоуправления. Мы знаем, что Асий Сергеевич Николаев у нас озвучил свою позицию на этот счет. Он высказался за двухуровневую систему, за сохранение двухуровневой системы в нашей республике. Я думаю, что это очень правильное решение, и оно, скажем так, приведет к более такому балансированному управлению на местах. Председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Алексей Еремеев обратил внимание участников заседания, что основные принципы, которые были провозглашены в Федеральном законе о местном самоуправлении в начале 90-х годов и претворены в виде законов республики в начале 2000-х годов, сохранились в новом Федеральном законе. Когда у нас президент после того, как не единожды в публичном пространстве сказал, что у нас муниципальная власть в какой-то степени оторвана от государственной власти, простому человеку, гражданину, бывает иногда просто не понять, когда человек приходит к чиновнику, либо это муниципальный, либо это государственный служащий, и чиновник начинает осваивать его по разного рода причинам, ссылаясь на те или иные полномочия. Я вас прошу от вас, как руководителей, председателей представительных органов, внимательно со своими юристами, со своим аппаратом и с администрацией, и еще раз досконально под лупой изучить этот федеральный закон 33. В ходе обсуждения депутаты не только высказывали свои соображения, но и вносили конструктивные предложения по эффективной реализации данного закона, стремясь учесть все нюансы и обеспечить его успешное внедрение в практику местного самоуправления. Во-первых, людей, конечно, интересует, какая у нас будет система, какие полномочия, как мы будем избирать своих глав сельских поселений, районных поселений. Но для этого и проводится такого рода мероприятия. Мы должны услышать мнение ваших людей, работающих на местах, людей, которые руководят поселениями, районами, бывших наших руководителей округов. Мы должны услышать мнение широкого круга общественности и потом приступить уже к принятию нашего республиканского закона. 2026 год встретить уже с принятым новым республиканским законом, который будет определять систему местного самоуправления у нас в нашей республике Саха-Якутия. По итогам круглого стола приняты рекомендации с учетом озвученных в ходе дискуссии предложений. Также решено сформировать рабочую группу, которая будет проводить непосредственную работу по реализации нового федерального закона.
Ассоциация представительных органов местного самоуправления Якутии провела 9-ю спартакиаду депутатов. В соревнованиях приняло участие 13 команд депутатов представительных органов из разных районов республики. Спартакиаду депутатов открыла торжественная церемония с участием председателя Ассоциации представительных органов местного самоуправления, председателя Якутской городской думы Альберта Семенова и председателя Постоянного комитета по местному самоуправлению Государственного собрания Илтумен Владимира Прокопьева. По сути, приехали со всех уголков нашей республики, наши коллеги. Арктические районы у нас объединены в одну команду. Основная цель – это, конечно же, живое общение между нашими коллегами. Спорт, он помогает работе. Я думаю, что сплочение всего депутатского корпуса, оно плодотворно скажется на работе всех наших коллег. Первый день соревнований прошел в селе Хатассы. Команды соревновались в волейболе и шашках. В волейболе одержала победу команда Намского района, в шашках – команда Чурапчинского района. Последняя спартакиада депутатов Республики Саха-Якутия проходила в 2019 году в Намском районе. Но в этом году было отличие в том, что команды должны были состоять только из депутатов районных советов. А так как мы северные районы, в этом году мы выставили объединенную команду северных районов. И у нас в команде депутаты из 7 районных советов северных районов. Традиционно вместе со спартакиадой депутатов постоянно проводятся различные совещания, круглые столы. И как раз вчера у нас были обсуждения нового закона о местном самоуправлении. Также у нас прошел круглый стол по антикоррупционной политике. И когда собираются на таких мероприятиях депутаты со всех уголков нашей республики, действительно обсуждаются самые актуальные вопросы, которые стоят сегодня перед всеми нами. Спартакиада дает такой стимул для наших депутатов, да, и создается дружеская атмосфера, когда все друг с другом в такой неформальной обстановке, спортивной обстановке знакомятся, и создается очень большая команда республики. В заключительный день команды соревновались сразу в 3 дисциплинах – стрельба из пневматической винтовки, дартс и броски баскетбольного мяча. Соревнования прошли в атмосфере увлекательного азарта и здоровой конкуренции. Положение команд в общем зачете неустанно колебалось с каждой новой игрой. Я считаю, что дартс тоже помогает развивать и меткость, и реакцию. Была проведена большая работа по организации 9-й спартакиады депутатов Республики Саха-Якутия. Также очень четко работает судейская коллегия, главный судья. Они профессионалы в своем деле, поэтому, конечно же, люди опытные. С помощью таких опытных и судей, тренеров удается проводить такие масштабные мероприятия. Мне посчастливилось представлять городскую думу. Очень такие достойные, сильные коллеги участвуют. Тут во многом зависит и от удачи, и от спортивного везения. А в целом, конечно же, это зависит от жеребия. Главный судья спартакиады Виктор Колесов наградил лучших спортсменов, победителей по номинациям. Лучший игрок турнира Николай Борисов, депутат районного совета депутатов Медино-Кангаласского улуса. Лучшая комбинация Альберт Семенов, председатель Якутской городской думы. Лучший по дисциплине дартс Антон Аржаков, депутат Улусного совета депутатов Чурапчинского улуса. Лучший стрелок Владимир Макаров, депутат Улусного совета депутатов Намского улуса. Лучшая техника броска баскетбольного мяча в корзину Семен Идрихинский, депутат Улусного совета депутатов Намского улуса. По результатам 2-дневных соревнований победу в общекомандном зачете одержала команда Намского улуса. Председатель Улусного совета депутатов муниципального образования Намский улус Алексей Винокуров Второе почетное место завоевала команда Медино-Кангаласского улуса во главе с Иннокентием Андросовым, председателем районного совета депутатов муниципального района Медино-Кангаласский улус. Третье место заняли депутаты Амгинского улуса под руководством Владимира Колосова, председателя Улусного совета депутатов муниципального района Амгинский район. Конечно, мы старались, мы 2 дня играли 5 видов спорта, спортивная удача и желание победить, это победило нас.
Но пользуясь случаем, хочу слова благодарности передать организаторам 9-й спартакиады депутатов Республики Саха-Якутия, ассоциации Альберту Никандровичу. И такие мероприятия объединяют депутатов Республики Саха-Якутия. Ну, желаю еще продолжения таких больших мероприятий. И каждый депутат в своем посту и в своем улусе работает в благо Республики Саха-Якутия. Спасибо. Ассоциация представительных органов муниципальных образований республики объединяет депутатов представительных органов местного самоуправления Якутии, является эффективным инструментом межмуниципального сотрудничества, координации совместных усилий, направленных на решение вопросов населения республики. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнев. Сегодня я нахожусь у агентства земельных отношений города Якутска. Здесь происходит распределение земельных участков участников СВО и членов их семей. Участки в районе Старые Табаги и Тулагина-Кельдянского наслега. Все земельные участки одним размером 600 квадратных метров, 6 соток, проще говоря. Они были сформированы на основании правил землепользования и застройки городского округа города Якутск. У нас сформировано 1396 участков. Участки предназначены для участников специальной военной операции. По 50 человек в день мы приглашаем. И, собственно говоря, само распределение так и проходит жеребьевку. После этого участники, либо их семьи, кто по доверенности получают земельные участки, могут их оформить в собственность и начать строительство. А вид разрешенного использования ведения садоводства подразумевает строительство жилого дома. Внучка вытащила, вот именно в Тулагина-Кельдянце, где мы хотели. И сын хотел. Сын мой, который прописан был в Якутске, но он погиб. Заявление давали 29 декабря 2023 года. И вот получили быстро, Вот в этом году было первое распределение, мы попали второе. Благодарим правительство и город, что не оставили нас без внимания и дали участок. Они все предназначены для проживания. Там везде можно прописаться, получить ипотеку и так далее полностью. Он практически вид разрешенного использования ведения садоводства сейчас в настоящее время практически ничем не отличается от ИЖС. Вид распределения жеребьевка. На столе лежат листы с участками, и человек сам выбирает. Потом его регистрирует. После этого участник получения данной земли должен их оформить через госуслуги или через МФЦ собственность.